Скрывающиеся за облаками головокружительные серпантины. По извилистой дороге наша съемочная группа отправилась в район, который называют родиной ингушского народа. Вдали возвышаются снежные вершины, у дороги то и дело появляются сказочного вида башенные города, а прямо над ними завораживающее небо. Кажется, что до него можно дотянуться рукой. Сегодня вы увидите самые удивительные места этого горного края. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Крылов. В эфире программа о путешествиях «Вместе по России». Наш путь лежит в страну башен, Ингушетию. Кроме горных районов мы заедем на равнинную часть, увидим Магас и Назрань, новую и старую столицы самого молодого региона России. Проведем время в средневековом Эрзии, раскроем секрет строителей боевых башен. Пройдем по горной тропе и увидим самый большой водопад Ингушетии. Поднимемся на башню Согласия и с высоты рассмотрим самую молодую региональную столицу в России. Отправимся в путешествие по Таргимской котловине и расскажем, почему ее называют колыбелью ингушского народа. Погуляем по улицам Назрани и исследуем крепость, построенную в царские времена. Ингушетия – самая молодая и самая маленькая республика в нашей стране. Граничит с Чечней и Северной Осетией, а из зарубежных государств с Грузией. Ее территорию можно разделить на горную и равнинные части. Как говорят в Ингушетии, это два разных мира, где древность и современность почти не пересекаются. В низине расположены крупнейшие города, а в горах главные достопримечательности, связанные с прошлым регионом. Республика образована в начале 90-х, но ее история уходит вглубь веков. С одного из тех мест, где еще много столетий назад поселились предки ингушей, мы начинаем наше путешествие. Три 3000 километров от Новосибирска, 1500 от Москвы, 120 от ближайших селений Дагестана и считанные километры от границы Грузии. Это Ингушетия, горная республика, жители которой называют людьми башен. Башни средневекового Эрзи. Когда-то здесь кипела жизнь, по этим улицам ходили люди, а теперь можно встретить лишь туристов и домашний скот. Масштаб сооружений впечатляет, ведь все это возводили, что называется, вручную, без современных техники и материалов. Мы видим башни разной конфигурации. Есть более плоские, есть вытянутые, высокие, то есть это боевые и жилые. Да. Здесь получается три типа башен. Здесь есть боевые башни, боевые сторожевые, сигнальные башни, есть жилые башни, есть полубоевые башни. Магомед среди башен Эрзи ориентируется как дома. Когда-то в таком же комплексе жили и его предки, а теперь он знакомит туристов с их бытом. Здесь кто-то оставил такие камни, судя по всему, они как раз вот напротив входа, да? То есть да, это пытаются забраться, да. Но это не просто. Это не просто, это не у каждого получается. Боевых башен, у них вход высоко находится от земли, где-то 6-7 метров. Туда люди сами, когда еще люди жили в башне, сами туда забирались с помощью приставных лестниц. Подошли к жилой башне. Это вот как раз башня. Сюда можно зайти. Да, как раз в эту башню можно зайти, подняться по этажам, посмотреть. И вот мы на первом этаже, как здесь тесно. Да, это как раз первый этаж жилой башни, как раз место, где держали скотину, чтобы отапливать само здание. Поднимаемся в более просторное помещение. Это третий этаж, где жили люди. В жилой башне всегда находился очаг. То есть, где семья собиралась вечером, обсуждали какие-то семейные вопросы, и где они готовили пищу. Мы сейчас ходим по полу, по которому ходили люди сотни, а может даже 1000 лет назад. Да, практически.
хотя где была частичная реставрация, но все равно в основном больше всего сохранилось, как было в те времена. То есть здесь такой земляной пол, да, то есть он обмазан глиной? Он обмазан глиной, да, туда просто клали шкуры животных, и это был как бы... Такой домашний уют. Да. Это склеп. Здесь похоронен очень известный строитель и родоначальник фамилии Яндиевых. К строителям башен отношение особое, только они знали секреты создания сооружений, надолго переживших свою эпоху. Два ряда кладки, наружный и внутренний слой идет. Там достаточно обширно широкие стены идут именно на башне. Вот. И, соответственно, изготовление раствора. Все везде используется известковый раствор. У каждого мастера был свой секрет на прочности. Но пора двигаться дальше. На внедорожнике осторожно спускаемся вниз. Проезжаем село Лежги. Здесь тоже возвышаются башни. Они буквально нависают над современными домами. Все эти башни, которые есть, которые мы видели по дороге, они все имеют визуальную связь друг с другом. То есть эта башенная цепочка, она идет неразрывно. Их специально строили так, чтобы они в случае какой-то угрозы или необходимости могли передавать друг другу сигнал и оповещать друг друга, если есть какая-то угроза. Время от времени над башней появлялись клубы дыма. Каждый цвет дыма, говорят, что обозначал что-то. Допустим, там белый цвет, черный цвет дыма. Если была угроза, там один цвет, там есть другой, там, говорят, если было какое-то торжество, в таких случаях как бы подавался, там, допустим, белый дым. Пришло время спуститься с гор на равнину. Сейчас мы увидим Назрань и Магаз, две столицы страны башен. После образования республики административный центр разместили в самом большом городе, но вскоре по соседству с нуля начали возводить новую столицу. Если Назрань — это настоящий восточный город с шумными улицами и подчас хаотичным движением на дорогах, то Магаз более спокойный и респектабельный. Магаз – самая молодая, самая маленькая столица региона в нашей стране. Здесь всего 13 тысяч жителей. Заложили город в середине 90-х. Предмет особой гордости – автобусные остановки. Здесь и теплый пол, и скамейки с подогревом, и даже телевизор, а еще кондиционер. Город молодой, но эти земли люди осваивали в давние времена. Во время строительства обнаружили древние курганы и останки поселений. Назвали город в честь столицы знаменитого Аланского царства. А это символ современного Магаза – Аланские ворота. Таинственные аланы основали одно из самых могущественных государств на Северном Кавказе. С запада на восток оно простиралось на сотни километров. Само аланское сообщество считается таким содружеством нескольких различных национальностей, и Магаз как раз-таки был столицей этого сообщества. Все это продолжалось до тех пор, пока войско татаро-монгольское под предводительством Тамерлана не разгромили Магаз. Знакомимся с историей в самом высоком этнографическом музее в мире. Магаз хоть и современный город, но традиции здесь чтут. Музей расположен в башне. На ее вершине обзорная площадка, куда мы и идем. Сама башня Согласия, она построена по прототипу именно боевой башни. Боевые башни достигали от 20 до 25 метров, и как раз-таки башня Согласия такая увеличенная в 5 раз боевая башня, то есть 20 помноженное на 5, уже сотня, 100-метровая башня Согласия. И вот обзорная площадка, высшая точка. Да, самая высокая точка башни Согласия. Магаз как на ладони. Видите, красный купол? Это Ингушский государственный университет, а чуть левее еще такой вот шпиль, тоже факультет Ингушского государственного университета. И по большей части квартирные дома.
А это уже Назрань, самый большой город и первая столица республики. Из центра Магаса на машине сюда ехать 15 минут. Две столицы разделяют считанные километры. Город вырос вокруг укрепления. Сначала это был сторожевой пост царской армии, который со временем превратился в неприступную крепость. Сейчас на территории крепости больница. Туда внутрь вход закрыт, но можно обойти по периметру и приобщиться к истории. Основные постройки относятся к периоду начала 1840-х годов, в том числе вот эти центральные ворота, каменные стены вокруг. От центральных ворот проходим к округлому сооружению, западному бастиону. Отсюда обзор был на близлежащую местность. Вокруг здесь находились небольшие населенные пункты ингушские. Эти бастионы – это часть плана конструкции этой крепости. Они выносились вперед. Это были специальные такие оборонительные сооружения, поскольку из этих бастионов полностью простреливались прилегающие стены. Назрань – современный шумный город, но есть здесь и такие тихие уголки. Это та улица, по которой я ходил, будучи 6-летним ребенком. Если пойти прямо, находится вторая школа. Я туда ходил в школу. После этой школы я шел в кружок. В этом кружке Ислам Дасхоев осваивал азы народного танца, лезгинки. Теперь он солист самого известного в республике ансамбля. Когда я пришел туда, несомненно, сразу загорелся, мне сразу стало это интересно. Пришел, увидел, влюбился, скажем так. Нужно иметь что-то внутри. Допустим, есть такие моменты, когда человек смотрит, как кто-то что-то делает, ему это нравится, и он это повторяет. И он это может повторить по-своему. Это внутренний характер человека. Если у человека есть этот характер, он в идеале будет танцевать лезгинку, даже лучше, чем я, который танцует 20 лет. Вместе с ансамблем Ислам объехал полмира. Признается, гастроли стали частью его жизни. Но самый долгожданный момент – возвращение домой. Не бывает такого, что я поехал там, в какую-то Францию, Италию. Не имеет значения, я там бываю, и мне все равно хочется сюда вернуться, когда я возвращаюсь домой, когда я вижу свою маму, которая идет мне навстречу, обнимает меня. Но это не сравнимо ни с чем, это просто хочется даже поехать и приехать и ощутить это заново. А сейчас мы узнаем, как лучше добираться в Ингушетию. Поезд из Москвы в Назрань идет через такие города, как Воронеж, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Билет из столицы обойдется в 5000 рублей. Время в пути – 1 день и 9 часов. Самолет преодолевает это расстояние за 2,5 часа. Воздушные ворота республики – аэропорт Магас. Путешествовать удобно и через Северную Осетию. На машине дорога из аэропорта Владикавказа до Назрани займет меньше получаса. В соседнюю республику, как правило, заезжают и по пути в горы Ингушетии. Через Осетию пролегает самая короткая дорога из Назрани и Магаса в Жейрахский район, сердце страны башен. Именно туда сейчас отправимся и мы. Полторы тысячи метров над уровнем моря. Мы на самом юге Ингушетии. Всего в 7 километрах граница Грузии. А там внизу протекает река Армхи, исток которой расположен высоко в горах. На этот раз в путешествие отправляемся пешком. Наш путь пролегает вдоль русла еще одной реки. Это приток Армхи. По горной тропе мы идем к самому большому водопаду Ингушетии. Преодолеть нужно 1,5 километра. Извилистая дорожка ведет вверх. Наш проводник Магомед уже много лет водит в горы туристов. Мы же идем на подъем, а попеременно у нас будет спуск, ровная часть дороги. Дальше у нас будет узенькая тропиночка, где только вот одна нога может ступить. Итак, мы прошли первую четверть пути. Это самый легкий отрезок. Да, Магомед? Да, это довольно-таки у нас был в начале подъем тяжеловатый, да, такой, но это минута вот так всего лишь. Дальше мы с вами свободно шли, вот прогуливались по тропиночке.
Небольшой привал, любуемся стремительным потоком и снова в путь. Подняться нужно еще на 200 метров. Преодолев речку, мы прошли совсем немного вверх, но здесь вот пейзажи совсем изменились, на листьях такая изморозь, снежок. Чем выше, тем становится прохладнее, но вот подъем завершен, начинаются новые испытания. А здесь дорожку размыли ручьи, нужно буквально карабкаться. Хорошо, что для страховки есть такой трос. И вскоре становится отчетливо слышно шум падающей воды. Еще несколько минут, и мы у цели. И вот он, Ляжгинский водопад, почти 20 метров в высоту, с ледяной и очень чистой водой. Ее, кстати, можно пить. Сейчас зима, и дебит, количество воды чуть меньше. Самый период полноводия, это начало лета бывает. Но, тем не менее, водопад красив в любое время года. Об этом водопаде слагают легенды. Одна из них, будто в старые времена здесь обосновался огромный дракон, который перекрыл людям воду. Он требовал жертв, то есть каждые 2 недели ему нужно было отдавать девушек на съедение. И вот такая легенда, что некто здесь появился человек, такой необычной силы, богатырь. Вот он сразился вот с этим сармаком, убил этого сармака, и тем самым вода дальше уже поступила уже в селение. Аппетитно гуляли, пора обедать. Заодно познакомимся с кулинарными традициями горного края. Сегодня мы будем готовить национальное ингушское блюдо из баранины под руководством нашего повара Фатима. Что это за блюдо? Это по-нашему дулхалтом называется. Фатима Гандалоева, специалист по ингушской кухне, обращает внимание, пока в одной кастрюле около часа варится мясо, нужно приготовить галушки. Обычно используют кукурузную или пшеничную муку. Вот мы их вот так вырезаем из теста. А еще к блюду подают особый соус. Это картошка. Из картофеля пюре готовится. В соус нужно макать кусочки мяса. Вместе с Фатимой пробуем свежесваренный дулхалтм. И немного чесночка, да? Да, Не помешает? да, не мешает. Это по вкусу каждому. И вот отваренное мясо и галушки домашние, пшеничной муки изготовили. Такое простое, но очень вкусное Да, блюдо. да. Вкусно и очень сытно. И сытное, да. Спасибо. На здоровье вам. Ближе к вечеру попадаем в Джейрах, самое крупное поселение в этом районе республики. Особенность горного села: пока в центральной части светит солнце, чуть выше все окутал туман. Наш Джейрах является центром высокогорного района, Джейрахского района. Если бы сейчас тумана не было, то мы бы увидели и другой склон, Столовую гору. Раишат Льянова приглашает в гости, чтобы рассказать о своем увлечении. Это натуральная шерсть, 100% овечья, не крашеная. Вот мы ее должны вот таким образом разложить. Вместе с единомышленниками Раишат возрождает старинный промысел. Говорит, такими коврами из войлока в былые времена украшали родовые башни. Некоторые секреты мастерица раскрыла и нам. Берем мыльный раствор и прям поливаем поливаем нашу заготовку. Да. Так. И она уплотняется, становится однородной. Из шерсти белого цвета Раишат вырезает особый знак, символ одного из ингушских сел. Мы ее должны положить на шерсть, которую мы с вами разложили. Похожим способом далеко за пределами горной республики делают валенки. Придавливая локтями нашу шерсть, вот так валяем. Раскрываем. И вот уже, да, все более такое плоское.
еще немножко нужно будет довалять. Показала Раишат и ковер с символом родного Джейраха. В доме он на самом видном месте. Мастерица подчеркивает, такой же висел на стене у ее предков. Предки наши жили в башнях, и, в принципе, тепло очень хорошо сохранялось в башнях за счет такого войлока. Он не пропускает ни холод, ни жару. Кстати, Джейрахский район считается пограничным. Нужно быть готовым, что при въезде у вас проверят паспорт. Впрочем, процедура обычно занимает считанные секунды. Ждать в очереди не придется. Ну а мы продолжаем знакомство с горной Ингушетией. Финальный пункт нашего путешествия – Таргимская котловина. Место, где со всех сторон возвышаются настоящие башенные города, а некоторые древние постройки достигают высоты современной многоэтажки. Там, где высокие скалы расступаются в стороны, начинается Таргимская котловина. Это место называют колыбелью ингушского народа. Среди неприступных гор скрыты сказочного вида башенные города. Головокружительные серпантины ведут буквально за облака. По извилистой дороге сначала поднимаемся вверх, после длительный спуск. Сейчас, который мы едем, точка есть, 1200 метров будет над уровнем моря. Но мы уже немного спустились, да? Да. Верхняя точка была где-то 3000 метров. За окном то и дело мелькают старинные башни, настоящие небоскребы средних веков. В Ингушетии очень много башенных комплексов. Где-то 100 дворов будет. А двор это там, двор ходит, там много башенных комплексов. Еще несколько минут и появляется Эгикал, крупнейший башенный комплекс всего Кавказа. Это не просто средневековый город, это средневековый мегаполис. Именно мегаполис? Именно мегаполис. Это был огромный культурный, административный, торговый такой центр. Здесь жили очень много ремесленников, ювелиров, оружейников. Километры за километрами, путешествие в прошлое только начинается. Впереди еще одно знаковое место. Хаба-Ерды – один из самых древних православных храмов на Северном Кавказе. Ученые до сих пор выясняют, кто его построил. Известно, что в эти районы проникали миссионеры из Византии, а внешне постройка напоминает церкви в Грузии и Армении. Это христианский храм. Начало его строительства датируется 8 веком нашей эры. Храм строился 4 этапами. В этом виде, в котором мы сейчас его можем наблюдать, это уже полностью постройка где-то приблизительно 14 века. В районе храма мы съехали с асфальта на грунтовую дорогу. Теперь передвигаемся по территории заповедника. С одной стороны река Гулайхи, с другой горный склон. Финальный пункт – башенный комплекс Вовнушки. Неприступные укрепления расположены на 2 высоких скалах. Это один из самых знаменитых башенных комплексов. Он имеет очень много легенд и очень богатую историю. В этом склепе и сегодня покоятся останки, а рядом проложена тропа. По ней осторожно пробираемся вверх. По пути наш проводник рассказывает, раньше из одной башни в другую можно было попасть по подвесной лестнице. Есть даже легенда о таинственной войнахской женщине. Во время осады она несколько раз перелезла через ущелье, чтобы спасти своих малышей. В люльках по разрушенному мосту она переносила этих детей из одной башни в другую, рискуя своей жизнью. Вы сами видите, какие крутые здесь стены, какая высота. Рискуя своей жизнью, она спасала детей.
В городе средневековых небоскребов завершается наше путешествие. Сюда часто приезжают жители республики, чтобы, как говорится, вернуться к истокам и провести время там, где жили их предки. Едут и туристы ради того, чтобы увидеть настоящее чудо света. Это была Ингушетия, страна башен, гор и кавказского гостеприимства. Вот и подошло к финалу наше путешествие. Последнее время в Горную Республику все чаще едут туристы со всей страны. Многие посещают регион в рамках большого тура по Северному Кавказу. И тут есть опасность, что вам просто не хватит времени на знакомство с главными достопримечательностями. Несмотря на размеры Ингушетии, даже недели недостаточно, чтобы увидеть все интересные места. До свидания и путешествуйте вместе с нами. Путешествуйте по России.